Здравствуйте! В прямом эфире национального телевидения спортивный телепроект «Передача». Сегодня с вами Кристина Кукаева и Батрас Илаев. Добрый вечер, друзья! Отложим ненадолго подготовку к Новому году и поговорим немного о спорте. И давайте по традиции начнем с еженедельного дайджеста новостей. Открытый турнир по греко-римской борьбе памяти Виктора Цокоева прошел в спорткомплексе селения Октябрьское. В соревнованиях приняли участие юноши от 8 до 14 лет. За победу боролись представители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Всего более 100 человек. Спортсмены, занявшие призовые места, были награждены медалями и дипломами. Это очередной праздник спорта в нашей республике, потому что сегодня по греко-римской борьбе, я бы не сказал, что очень много соревнований мы проводим, но это один из этапов подготовки маленьких будущих чемпионов, и я считаю, что сегодня праздник у нас в республике для этих детей, поэтому с большим удовольствием посетил данное мероприятие и хочу поблагодарить тех людей, которые руку приложили, чтобы провести данные соревнования. В Северной Осетии стартовал чемпионат республики по шашкам. Участие в нем приняли 12 юных спортсменов. Ребята соревновались в двух видах шашечной игры – международные и русские шашки. Для привлечения внимания к этому виду спорта руководители федерации провели выездное первенство. Соревнования проходили в поселке Мичурино, городе Ардоне и во Владикавказе. А накануне в Федерации шашек прошла церемония награждения юных спортсменов. Сколько у нас детей сейчас на таком хорошем уровне, такого еще не было. У нас практически все, кто сюда ходят, сильные кандидаты в мастера. И некоторые из них уже играют на уровень мастера спорта. Подготовку к первенству Европы по боксу обсудили накануне на первом заседании оргкомитета под председательством премьер-министра Таймураза Тускаева. Престижное спортивное мероприятие состоится в марте 2019 года. На турнир приедут свыше 300 спортсменов более чем из 30 стран. Представители Федерации бокса России в скором времени планируют совершить ознакомительную поездку во Владикавказ. Таймураз Тускаев подчеркнул, что необходимо внимательно отнестись к вопросам организации, обозначить основные задачи и спокойно готовиться к турниру, который пройдет в Манеже. Влада Сердинова готовится к фестивалю по айкидо «Железный веер». На протяжении 6 лет она тренируется наравне с мальчишками. Для нее этот фестиваль 4-й в карьере. Изучать это спортивное направление можно на протяжении всей жизни. Фестивали, подобные этому, проводят как раз для того, чтобы спортсмены продемонстрировали свои навыки и обменялись опытом с ребятами из других регионов. Сезон любительского футбольного турнира «Лига нартов» в самом разгаре. Соревнования среди выпускников, учащихся и преподавателей СК ГМИ проводятся уже 10-й год подряд. На данный момент в турнирной таблице лидирует команда «Барсы», победители 4 последних сезонов. На 1 балл от них отстает и «Ристон». Отметим, что в ближайшее время завершается первый круг сезона, и после небольшой паузы университетские команды вновь продолжат свою жаркую битву. Мы снова в студии, и все знают, наверное, что недавно завершился чемпионат России по тэквондо, и сразу 2 наших спортсмена завоевали золото турнира. Я напомню, что после 2010 года нам не удавалось выигрывать этот чемпионат. И сегодня у нас в гостях триумфаторы чемпионата России по тэквондо Сармат Цокоев и Георгий Гурциев. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Ну, поздравляем вас с победой. Что ж, ребят, как это все случилось? С 2010 года наша республика не видела чемпионов России среди взрослых. Последний, насколько я помню, был Алан Акоев. Да. Ну, как получилось-то? Спасибо большое за поздравления. Ну, получилось это, конечно, нелегко. Были плодотворные тренировки. Так сказать, подготовка была очень серьезная. Тренера были очень, так сказать, на нас возлагали большие надежды. Не только на нас, на всю команду, конечно, но хотелось поблагодарить их тренеров за проявленную на нас терпение. Да. Тренера, кстати, я видел видео с вашим участием, и с твоим, Сармат. Тренера реагировали эмоционально. Авет Герамович, просто я видел, как он за каждый балл, наверное, бился сам там. Давай вот начнем, наверное, с тебя, Сармат. Покажем на плазме кадры с твоего боя. Есть у нас видео и нашим зрителям, и тебе самому. Пересматривал, кстати? Еще нет, еще. Ну вот, кадры будем сейчас смотреть. Кто твой соперник? Ты его вынес практически в одну калитку. Я смотрел счет, он был разгромный. Ну, соперник был знакомый, мы с ним часто встречались.
Это спортсмен из Ростова, можно сказать, товарищ по сборной. Вместе били за одну команду на командном чемпионате мира. Но вот так сложилось, что в финале я встретился с ним. И бой получился довольно эмоциональный. Да, тренера, конечно, реагируют всегда по-разному, но Альтис Герамович спокойно всегда, как удав бывает. Но не скажи, я видел один эпизод с ним, когда он прям вышел чуть ли не... Ну, потому что тогда была спорная ситуация, из-за чего он начал предъявлять претензии к судейской коллегии. Потому что после второго раунда счет был досрочный уже. И по правилам тэквондо вообще и всемирно бывает, заканчивается поединок. То есть, Потому что разрыв был большой. Да, А почему это продолжили? в таком случае, если не идет прямая трансляция этого турнира. И, как сказали нам, была прямая трансляция этого турнира. Я не знаю, была ли У она кого-то или в нет. Инстаграме. Может быть, не знаю, но, видимо, хотели дать шанс ростовскому спортсмену на один раунд еще. Ну, не знаю. Ну, ты же не дал. Ну, как так видите, получилось, да. да, скромно. Ну, действительно легкий бой получился, или это видимый счет? Честно сказать, бой получился нелегким. Просто я, если честно, вообще ни капли не сомневался, что выиграю этот чемпионат. Ну, мне кажется, это половина успеха, быть уверенным в своих силах. Но главное, не переусердствовать. Согласен. Ну и теперь Георгий, новоявленный тоже чемпион России. А тут уже Темная лошадка. Для нас, по крайней мере, потому что с Сарматом мы постоянно слышали о победах. Спасибо, Сармат, что не разочаровываешь. А Георгий нас удивил, порадовал и, наверное, и причем как он восхитил. это сделал, ты видела? Нет, расскажи. А Или покажи. Покажу, скорее всего. Это был чуть ли не нокаут. Давайте смотреть. А вот мы видим, рубка страшная идет на самом деле. Но это еще не концовка. Там в конце прям был такой нокаут, что соперник... Ну, давайте, я не буду комментировать, давайте просто чуть насладимся этим зрелищем. В весовой категории до 58 килограмм чемпионом России становится Гурциев Георгий, весу Нет. Ну, это было очень зрелищно. И вот Авет Герамович тоже там видно, что радуется. Он сегодня должен был быть вместе с нами, наверное, вы тоже этого не знали, но, к сожалению, не успел. Самолет приземлился у них в водах сегодня, и он не успел вовремя сюда приехать. А так, я думаю, ему можем сказать прямо в прямом эфире Огромное спасибо. огромное спасибо, да, слова благодарности за то, что подготовил таких спортсменов. Ну, вот будущее нашего тэквондо. Что дальше? Подожди, я насколько знаю, и твоя Сармат категория, и твоя Георгий олимпийский. Оба. Обе То есть, категории олимпийские. что нужно сделать, чтобы лицензия все-таки была наша? Выигрывать дальнейшие турниры. Ну, у нас система какая? У нас в олимпийских весовых категориях на Олимпиаду, как во всех, наверное, других видах спорта, только едет один спортсмен из России. И для того, чтобы попасть на Олимпиаду, нам нужен олимпийский рейтинг. То есть этот олимпийский рейтинг завоевывается на международных соревнованиях. И, как правило, больше всего рейтинга дают на чемпионате мира, на чемпионате Европы и на серии из Гран-при. И вот, чтобы туда попасть, это надо проходить отбор, то есть чемпионат России, дальнейшее завоевывать золотые медали на международных турнирах отборочных, чтобы поехать на чемпионат мира. Вот сейчас мы с Геором имеем, так сказать, преимущество над всеми из тройки наших пьедесталов, четверки. И если мы докажем это на международных соревнованиях, то есть турнирах, то мы поедем на чемпионат мира, постараемся. А как отбор происходит вот из вас и Бывает, четверки? ну, сначала, конечно, сборы, бывают подготовка и 2 международных турнира. Это на усмотрение тренерского состава, какие выбирают сами. И вот кто из пьедесталов выигрывает, то есть или показывает лучший результат, того и рассматривают на чемпионат мира. То есть победа на России не дает еще Нет, такого... преимущество дает. У тебя больше рейтинговых баллов, потому что чемпионат России идет как 20 баллов рейтинговых, а международные, они, как правило, 10 идут рейтинги. Ну, еще, насколько я знаю, если ничего не поменялось, то у вас именные лицензии. То есть, если кто-то уже завоевал лицензию на Олимпиаду, заменить его никто не сможет.
В случае, там, если травма... Да, потому что, насколько помню, в случае с Советом Османовым у него помешала травма, а заменить им бывает неким. Все так же, ничего не изменилось? Озадачивая вас. Да, такого давно не было, что спортсмен, который на Олимпиаду травмировался, думаю, там бывает подготовка полностью профессиональная, и вряд ли такое случается. Ну, дай бог. Ну, нашим зрителям, наверное, надо напомнить, что мы работаем в прямом эфире. К нам в студию можно дозвониться, задать вопрос нашим гостям. Также у нас есть страничка в Инстаграм, передача _Аристон. Туда можно размещать вопросы, в комментариях писать, и они тоже прозвучат в нашем эфире. Ну что ж, мне, так приятно, если честно. Конечно, насколько я знаю, вы одни из самых юных участников, победителей чемпионата России. И это вдвойне ценится, а может и втройне. Но я же говорю, мне больше приятно Сармат извинить за Георгия, потому что Сармата все его ожидали. Вдвойне приятнее за Георгия. Да, а тут сразу 2 медали, одна из них, к сожалению, не Анисии, которой немного не повезло. Вот да, вчера буквально, да, по-моему, приезжали, в дороге были, да, если я не ошибаюсь? Да. И я знаю, что Анисия очень сильно разочарована тем, что не получилось в этот раз победить. Ну, не все же потеряно, правда? Ну да, конечно. Есть дальнейшие турниры, где она будет принимать участие. И дай бог будет побеждать. Дай бог втроем мы вас увидим, там, где надо. Ну и теперь, наверное, самое время перейти к нашему Инстаграму. Что здесь происходит, Кристина? Я не успела посмотреть, что у нас происходит, потому что я наслаждаюсь общением с нашими гостями. Ну ладно, сегодня тогда я буду модератором, и я буду смотреть, что тут происходит. Угу. У нас добавляются новые подписчики, что очень приятно. Но вопросов пока почему-то нет. Давайте с девчачьего вопроса. Сделаем вид, что я подписчица Инстаграма, такая среднестатистическая Только девушка. не спрашивай про личную жизнь. Почему нет? Ну, не знаю. Это мило. Ну, всем нашим гостям всегда бывает почему-то неудобно отвечать на такие вопросы. Нет, симпатичные мужчины, Ну, перспективные. Твое право. Сердце занято? К нему первый вопрос, он посимпатичный. Нет, не занят. Как-то на это времени не бывает. А время на учебу бывает? Да, бывает. То есть у нас бывает утром тренировка с 7 часов, с 7 до 9, и с 9 у меня учеба, и далее опять тренировка с 5. Угу. А кто из вас где учится? Я учусь в ГМИ на юридическом факультете. Сармат, а ты? Торгово-экономический техникум. Угу. Помогает спорт решать, там, поставить зачеты? Да нет, не сказал. Не прокатывает? Да, нет. Никто из спортсменов еще не признавался, признается, знаешь? да? Ну да. Бедненько. А вы на учебе с пониманием относитесь? Ну да, конечно, знаю, что результат даю, стараются, какие-нибудь поблажки небольшие, но все равно стараюсь, ну, чтобы спорт как-то отдельно вообще было. В мою бытность спортсмена с нас еще больше требовали, признаюсь честно. Нам тоже не помогали. Я вот хочу спросить, знаешь, вот все спортсмены всегда, когда выезжают на крупные турниры, международные, они бывают в разных городах и в разных странах. Я почти каждого гостя об этом спрашиваю, но делаю это за кадром. Сейчас хочу спросить прямо в кадре, в эфире. В каких городах вам больше всего понравилось и в каких странах? И что больше всего запомнилось? Ты обращал на это внимание? Нет, ну я обращал внимание, когда был, если честно, в Америке. Я был, ну это было года 4 назад, и мне очень сильно понравился Лос-Анджелес. Ну, мы были с Лос-Анджелеса, поехали в Лас-Вегас, но Лос-Анджелес мне больше понравился. Там и какая-то, не знаю, своя атмосфера, вот, аллея звезд, вот это все шоу. Вот. Ну, там, короче, атмосфера, я вам сказал, очень такая своеобразная. То есть время было, да, так прогуляться, да, посмотреть? Да. В Вегасе в казино играли? А я маленький был. Обидно опять. А сейчас большой. Георгий, тебе что запомнилось? Думаю, больше всего Голландия понравилась мне, потому что там все миниатюрно, люди добрые. Даже пару раз гуляли, и, допустим, человек на велосипеде проезжает, там, крикнет «hello», что-нибудь такое. Ну, то есть там своеобразие. А где был в Голландии? Эйндховен. Ага. Я тоже, признаюсь, влюблена в Голландию, хотя побывала во многих городах. А в Ден Хааг, по-русски Гага. Тоже, вот, не знаю, репутация у Голландии одна, когда приезжаешь, ты видишь совсем другую картинку. Просто влюбляешься. Когда королева мимо тебя на карете проезжает, это многого стоит. Королева Голландии? Да. У них Ничего есть себе. королева Беатрис.
Ну что ж, ребят, я желаю вам побольше таких городов посетить интересных и обязательно в каждом из них добиваться самых высоких целей, побеждать на всех международных значимых турнирах. Вам спасибо, что вы прославляете нашу республику. Мы всегда рады вашим успехам. Спасибо вам тоже. большое. Надеемся, еще увидимся по хорошему поводу. Дай бог. Спасибо большое. Ну а сейчас мы переключаемся на рекламу, после которой снова вернемся в студию. Мы возвращаемся в студию. Ну что, Кристин, пришло время для твоей рубрики. Что на этот раз опробовано? Ты думаешь, я тебе прямо сейчас так взяла и сказала? Нет. Секрет. Давай смотреть. Давай. Всем привет! С вами рубрика «Опробовано» и я, Кристина Кокаева. Сегодня пришло время по-настоящему экстремального вида спорта – ММА или просто по-русски смешанные единоборства. Обучать меня взялся Ибрагим Тибилов, учитель что надо. А вот повезет ему с ученицей или нет, мы сейчас узнаем. Ну что, поехали! ММА в Осетии, как в принципе и по всей России, набирает популярность. Сегодня все большее число молодых парней посвящают себя именно этому виду спорта. Ну а мы все чаще и чаще слышим о победах наших спортсменов. Но что же такое ММА? Основные особенности ММА – это связка всех приемов, как вольного стиля, грэпплинга, самбо, дзюдо, также работа руками, ногами. Я думаю, этот вид спорта связал в себе все виды, и поэтому называется смешанное единоборство. То есть там смесь каждого вида спорта. Обойти этот вид спорта стороной я не смогла, благо Ибрагим Тибилов поддержал мою затею. Итак, начинаем тренировку. Конечно же, с традиционной разминки. Далее растяжка, чтобы вновь почувствовать себя деревянной. Тут, кстати, у бойцов она специфическая, но такая же болезненная, как и обычно. Ой! Снимай его, не меня. Нормально все? Ну и куда же без отжиманий? Ну и что они мне не дают? Какой знает член закончили. А вот это самое полезное, по крайней мере для меня, пресс и спина. Хорошенько размявшись, переходим к ударной тренировке, то есть к отработке ударов. Мне, как человеку, занимавшемуся в детстве карате, пришлось не совсем легко. Мышечная память порой не позволяла видоизменять технику, выработанную хоть и много лет назад, но годами. Что ж, с ударами ногами дела обстоят чуть проще. Вот тут как раз мышечная память не подвела. Тренируясь в этом зале, получаешь по-настоящему огромное удовольствие. Но я всегда безумно радуюсь, когда в Осетии открывается что-то новое, крутое для молодежи. Огромное спасибо братьям Валиевым, Денису и Диме,
которые взяли и построили определенный дом, родной дом для бойцов. На сегодняшний день республика не может сказать, что у нее нет тренировочной базы, потому что в этом зале сделано все, вплоть до гостиничного комплекса. Когда у ребят будут бои, сбор, они могут полностью находиться здесь. То есть от питания, проживания, тренировочного процесса все есть. Признаться честно, очень заманчиво и далее приходить сюда тренироваться. Тем более, кажется, сенсей совсем не против. Тут получаешь невероятный выплеск накопившихся эмоций. Плюс, несмотря на усталость, из зала ты выходишь абсолютно обновленным и заряженным человеком. Тем более спарринг-партнер мне не всегда нужен. Иногда достаточно и пообниматься с грушей. Не знаю, как вы, а я почти в восторге. Почти потому, что не хотелось останавливаться. Конечно, вы можете сказать, что это не совсем женское дело, но моя цель была совсем другая – показать этот вид спорта моими глазами. А теперь утверждаю, ММА опробована специально для передачи. Ну, круто, на самом деле. Я вот смотрю эти сюжеты из твоей рубрики. Прям вот пытаюсь, ну не то что боюсь, нет, конечно, но пытаюсь угадать, кого ты пугаешь вообще, женщина. Я недавно тему, кто главный в доме, выяснял, что-то забыл. Решили, что мужчина главный в доме, поэтому не пугай меня. Да. В какой вид спорта подашься в итоге? Вид спорта домохозяйки. Вот, видишь, молодец, правильный ответ. И пока мы с тобой это все тут рассуждаем, пытаемся выявить, на самом деле у нас легенда в студии. 21-кратная чемпионка мира Ирина Макеева. И Алан Макеев, призер чемпионата мира и по совместительству брат Ирины. Здравствуйте. 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 Наконец вы к нам пришли. Да. Вы долго звали? Конечно. Ну, на самом деле, очень приятно вас видеть. Ир, ну, не в первый раз, поэтому буду говорить уже так вот по-свойски. 21 раз ты выигрываешь чемпионат мира. Мне надоело? Ну ладно, не то, что не надоело, ты не устала, не скучно уже это все делать? Нет, тем более в этот раз у меня был такой особый задор, потому что в 2017 году вы знаете, что я, ну не может быть не впервые, во второй раз только левой рукой заняла второе место, серебряную медаль, и у меня был такой стимул, то есть если уходить со спорта, то забрать все золото. И поэтому я решила точно, что я буду бороться в 2018 году и хотела забрать свое золото. И я поехала и забрала его. То есть я выиграла ту соперницу, девушку из Казахстана, и завоевала свои 2 золотые медали. Ну, ты говоришь, если уходить, то уходить красиво. Но разве ты собираешься уходить? Ну, как каждый год так говорю, что собираюсь уходить, но, наверное, нет. Все-таки я, наверное, еще в 2019 году буду аппетит бороться. приходит во времени, ты все-таки, как говорится. Я же фанат, вы же знаете. Ирина, на соревнованиях косятся уже на тебя? Так опять она приехала. Да, конечно, говорят, ну когда ты уже завершишь карьеру, ну сколько тебе надо? А можно попрошу режиссеров сразу показать видео, которое у нас есть с твоего выступления, чтобы мы видели это тоже? Вот, видим на плазме кадры. Этот чемпионат чем-то отличался от всех прочих? По уровню соперников, может быть? Нет, тут очень большое количество соперниц и очень хорошая организация. Вы знаете, каждый год армрестлинг прогрессирует, и мы это наблюдаем и видим, что все сложнее и сложнее на самом деле бороться. Вот из России только я завоевала золотую медаль по женщинам, и вот Ирина Гладкая. То есть если раньше вот так Россия практически все золотые медали забирала, то сейчас сумасшедшая конкуренция, и то есть нас уже, думаю, будут больше ценить и понимать, как это сложно. А какая страна сейчас в лидерах? Лидер все-таки, конечно, Россия, но нас уже поджимают. Вот по мужчинам нас поджимают, даже грузины сейчас завоевали первое командное место. Да, то есть это команда Грузии. Популярный вид спорта стал? Очень, потому что им хорошо платят, уделяют внимание на государственном уровне. Это же все очень имеет огромное значение, как относятся к виду спорта. Поэтому вот так. Ну и рядом с тобой сидит твой не просто по совместительству брат, как сказала сейчас Кристина, но и подопечный. Да. Ты являешься тренером своего брата Алана. Алан,
Ну, поздравляем тебя. Здравствуйте еще раз. Спасибо большое. Среди профессионалов это твой первый такой ну, в этом дебют, году получается. 2, считаю, что турнира было по Еще профессионалам. Ну, вот, чемпионат мира по профессионалам, который в Польше прошел. И сейчас лига появилась, элит-лига называется, армрестлингистов. Там участвуют действующие чемпионы мира, которые добились максимального результата в этом виде спорта. И между нами проводится система армфайт между собой. И выявляем лучшего, независимо от категории. И вот так. Это коммерческий турнир? Да, коммерческий, с большим уже призовым фондом, все было. Ну, другой уровень, то есть большая разница, профессионалы и любители. Как в боксе у нас теперь. Ну, серебряная медаль, да, если я не ошибаюсь? Нет, 2 золота. Ой, 2 золота? Это прошлый год был серебро на мире, в этом году 2 золота. Слегка недооценили, Алан. Да. Ну вот это очень круто. И ладно, я все знаю. Я просто провоцирую. Знаешь почему? Потому что я даже знаю, как это золото добывалось. С травмой для соперника. Да, было. И чтобы сейчас вот не быть голословным, ну, всех слабонервных, наверное, попросим отойти от экрана, да? Да, это было ужасно. Это было очень, очень жесткое видео, да. Но мы покажем, сразу предупреждаю, слабонервным не смотреть. Беременных уведите. Это вот как раз последний, Алан? Да, да. Расскажи про соперника, откуда он? Финал был с соперником из Украины. Очень, здоровый был очень парень. Он так настраивался, кричал на меня, все. Но потом, после вот этой травмы, мне самому его стало жалко, я подошел к нему. Так что случилось? Он сломал руку? Да, у него тройной перелом руки получился. Да, это очень неприятно, конечно. И часто травмы случаются, подобные? Ну, у профессионалов, если честно, я не замечал, чтобы часто травмы были. В основном новичков бывают, которые там где-нибудь на столах таких занимаются или борются. А вот такое, многие мне говорят, первый раз такое видел. Алан, все-таки каково тренироваться под началом сестры? Ну, очень большая ответственность, гордость. Всегда рад сказать, что моя сестра мой тренер, поэтому такой результат хороший. А вот не давит то, что сестра 21-кратная чемпионка мира, и тебе приходится, как мужчине, тем более догонять, соответствовать и добиваться всех? Нет, не давит, наоборот, мотивирует, и как бы вроде бы потихоньку догоняю, поэтому... Даже уже соперничает. Даже уже сам иногда подсказывает, что нужно делать. Есть коротенькое видео, вот как раз по секрету скажу, Ира отправила нам его. Так, наверное, чтобы ты не знал. Вчерашняя тренировка. Я не пошла, и он мне сделал видеоотчет, как он тренировался. Ага, ну давай, наши зрители тоже. Тренировка с сопровождением. Да. Изнурительные, долгие тренировки, и все это выливается в такой результат. Да, иначе никак. Ну вот стоит это того, каждый день так изнурять себя, да. свой организм, чтобы в конце просто один раз подняться на пьедестал. Эти секунды на пьедестале, как прожитые года многие, да. Какие эмоции испытал, когда первый раз самую значимую победу для себя одержал? Ну вот в этом году были самые значимые победы, и когда ты чувствуешь уже поддержку, у тебя появились свои фанаты, поддержку, даже тебе пишут, фотографируются, да, там встречают тебя по-особому уже. Ну, Ира не ревнует? У него больше подписчиков в Инстаграме, чем у меня, да. Ну, потому что мужской армрестлинг более популярный в мире, и поэтому сейчас вот весь акцент делают туда. Ира, переходи это он в еще агент. со Шварценеггером не сфотографировался, верно? Да, это мне не довелось. Ничего, в будущем. Да, на самом деле у мужчин просто намного больше профессиональных турниров, и внимание, наверное, всегда больше уделяют мужскому, тем более это так, на первый взгляд можно сказать, что это больше мужской вид спорта, поэтому к мужчинам внимание очень сильно сконцентрировано. Речь пошла о мужском и женском виде спорта. Раскроем небольшой секрет. В глубоком детстве ты и я занимались художественной гимнастикой. Да, мы начинали. Одна ушла в карате, другая ушла в армспорт. Как так? Как так случилось, я сама даже не понимаю. Я обожала художественную гимнастику. Ну, я уже рассказывала этот момент, что я начинала набирать вес, и мама решила все-таки дать девочке кушать, оставить дочку в покое и перевести на такой вид спорта. Тем более я пошла по стопам сестры, она занималась этим видом спорта. И все получилось, я не жалею. Я очень сильно люблю свой вид спорта, я его фанат. Это мой адреналин, это эмоции, это жизнь. Это часть жизни просто. Даже, можно сказать, стиль жизни. Снова напоминаю нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии вы сейчас, надеюсь, увидите на своих экранах. Позвонить можно в любой момент, задать вопрос нашим гостям. Ну и будет правильно, наверное, вспомнить еще вот что. Сегодня
Знаменательная дата для одной из наших титулованных и именитых спортсменок, представительницы осетинского спорта Светланы Царукаевой. День рождения. И мы здесь, в нашей студии, хотим в прямом эфире поздравить Светлану с этим праздником, пожелать ей всего самого наилучшего, доброго, светлого. Успехов во всех начинаниях. Но у нас еще небольшой секрет. Ну, пока мы не будем об этом. Да, пока просто о том, что Ирина со Светланой... я говорю, да. Ты про это? Да. Близкие подруги. Да. Да, Тебе мы слово. со Светочкой подруги, мы начинали тренироваться в одном зале. Света тоже, как и я, начинала тренироваться и заниматься армрестлингом, но потом перешла в другое, можно сказать, отделение зала на тяжелую атлетику, ее переманили, а я осталась заниматься армрестлингом. И так вот две подружки, и у одной хорошо все получилось в армрестлинге, а у другой все хорошо получилось в тяжелой атлетике. А теперь еще один секрет. Зная то, что Светлана сейчас находится в Майами, в Соединенных Штатах Америки, она там тренирует. Насколько мне известно, мы сделали уже сюрприз для вас. Прямая связь со Светланой Царукаевой прямо сейчас в прямом эфире. Свет, привет, мы рады тебя видеть. Света! С днем рождения тебя. Она нас видит? Да? Слышит Да, точно. видит, но, видимо, с небольшой задержкой идет. Да? Свет, привет, как дела у тебя? В Майами, видимо, сейчас очень ветрено, очень да. шумно. Но на самом деле погода, посмотри, какая отличная у вас там. Новогодняя погода. Свет, как отмечаешь свой день рождения? Ну, мы искренне за тебя радуемся, мы тебя сердечно все здесь поздравляем, вся республика тобой гордится, и это всегда было так. Ну, я знаю секрет, в свой день рождения у тебя всегда есть традиция небольшая, о которой ты мне сама говорила. Куда угодно. Если хочешь, ты можешь сама это сделать сейчас в прямом эфире. У нас пропал звук. И появился. Свет, слышно меня? Я говорю, традиция, про которую ты мне говорила, которая у тебя есть на каждый твой день рождения. Можно сейчас все это в прямом эфире. К сожалению, звук очень плохой, режиссеры подсказывают. Нам тоже не... Звук очень-очень плохой, там ветер, мы практически ничего не слышим. Света, с днем рождения, но я знаю, что она сделала. Она поздравила своих родителей. Каждый свой день рождения она в первую очередь поздравляет свою маму с этим праздником, и мы присоединяемся. Поэтому, уважаемые родители, папа, мама Светланы, спасибо вам за вашу дочь. Поздравляем с этим знаменательным событием и желаем вам каждый день радоваться ее счастью. Скажу так. Да. Ну что ж, вот такой вот приятная минутка очень, такая. Да. Алан, большой армспорт, в который ты уже вступил. Расскажи про то, что будет дальше. Ну, может быть, это тренер должен делать, я не знаю, но пока спрашиваю тебя. Я расскажу. Ну вот сейчас попал вот в эту лигу элитного армрестлинга, и теперь поступило опять предложение. В апреле буду готовиться тоже на такого же формата будет турнир. Ну там уже будут и спонсоров больше, и участники тоже чуть-чуть поменяются, которые выбыли. Они уже не будут принимать участие, а титул надо будет отстаивать. И как, конечно, Новый год, нужно попасть в сборную. Будем, сестра будет меня готовить к чемпионату России, чтобы свое место в сборной. Это основная задача сейчас пока. Вот так вот. Что тяжелее? Прошу прощения. У нас вопрос в Инстаграме, Ирин, к тебе. Лента 15 пишет. У вас был период общественной и политической работы в молодежном парламенте. Возможно ли в будущем увидеть снова в политической жизни республики? Я думаю, да, возможно. Я об этом сейчас думаю. Там, если появится возможность, мне это очень интересно, потому что, в принципе, у меня образование профессиональное. Я специалист по парламентаризму, окончила Академию госслужбы. Поэтому в будущем, я думаю, я планирую заниматься политической деятельностью.
Так, Зрители видимо, сейчас скажут, видимо, опять все спортсмены. Вы знаете, это очень смешно. Нет, это мой будильник, я очень извиняюсь. Вы знаете, что это за будильник? Это будильник на тренировке. Я прошу прощения. Тренироваться? Это я буду уже спать. Как положить трубку, да, это будильник. Все, это был второй раз, больше он не прозвенит. Ну все, режиссеры говорят, что они тебя прощают. На тренировку, пожалуйста, идите на тренировку, будильник сработал. Да, все. Вот, то, что ты говоришь, спортсмены в политике. Ну, такая тема горячая, потому что недавно почему-то подняли одно из старых выступлений Мурата Гасиева, где тоже говорилось, что он не против был бы баллотироваться в Да, парламент. я читаю комментарии. Но это вызывает негатив, когда спортсмены идут в политику, причем так вот массово. Вы знаете, если спортсмен только занимался спортом, не получал никакого образования, в принципе не знает, что это такое, то я думаю, что правда, может быть, ему не стоит этим заниматься. А если человек параллельно учился, получал какое-то образование профессиональное и также тренировался, и может это прекрасно совмещать и всю свою энергию после спорта перенаправить в нужное русло, то я думаю, это замечательно. Потому что спортсмены — это те в основном люди, которые прошли через большие трудности. Это не дети, там, знаете, когда на готовом все. Человек сам добивался и знает проблемы и молодежи, и спорта, и вообще общества. И поэтому мы можем заметить на практике, сколько сейчас, как и Арсен Сулейманович Фадзаев, и Артур Таймазов, сколько они делают для нашей республики. И я думаю, что они вносят большой вклад в развитие. Поэтому это не всегда плохо, и писать негативные комментарии, я думаю, не стоит и не всегда уместно, да. Режиссеры подсказывают, что у нас есть звонок в студию. Алло, добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Здравствуйте. Вот так вот. 5 лет. Ну, еще 5 лет. Отличная просьба. Ну, как Спасибо отреагируешь? большое. Спасибо. Спасибо за звонок. Спасибо. 5 лет, наверное, это очень много. Все-таки мне надо выходить замуж и быть мамой. Но следующий год, да. Точно, ну да, кстати, я уже года 3, по-моему, слышу от тебя, что ты все бросаешь, я устала, я больше не буду. И каждый год ты становишься чемпионкой мира. Вот я помню, 17-кратная ты была, потом раз 19, раз 20 и 21. Побила рекорд, это хорошо. Ну, да. Теперь буду ждать, пока... А есть кто-нибудь, у кого вот такой же рекорд? 21 раз кто становился? Ни у мужчин, ни у женщин нет. То есть ты единственная вообще на планете? Да. О, Господи. И это приятно. Это очень здорово. Ну что ж, уважаемые гости, я хочу сказать вам спасибо за то, что этим вечером вы были вместе с нами. Желаем вам успехов дальнейших. Алан, ну ты только начинаешь, поэтому будем надеяться на то, что из года в год каждый раз мы будем радоваться твоим новым победам. Спасибо большое. Спасибо, что были вместе с нами. И вам спасибо большое. Переключаемся на рекламу, после которой снова вернемся в нашу студию. Друзья, сегодня последняя наша передача в этом уходящем году. Логично было бы подвести его спортивные итоги. Наш корреспондент Георгий Гасиев подготовил интересный сюжет обо всех значимых событиях года. – 2018 год выдался богатым на события для любителей спорта. Было много поводов как для радости, так и для разочарования. Самым грандиозным и масштабным событием стал домашний чемпионат мира по футболу. Участниками мундиаля были наши земляки. Станислав Черчесов со своими парнями дошел до стадии 1/8, уступив в серии пенальти вице-чемпионам хорватам. Учитывая предыдущие выступления нашей сборной, результат достойный. А в спортивных кругах Осетии под конец года произошел ряд изменений. Хасана Бароева на посту министра физической культуры и спорта сменил экс-голкипер сборной России Владимир Габулов. Он был ответственным игроком, был вратарем, где без ответственности невозможно. Думаю, что эта должность в той же степени ответственна, если не более. Убежден, что Владимир знает, как сделать
спорт в республике более качественный, более интересный, более значимый. Неожиданно для всех в середине декабря пост главного тренера и генерального директора футбольного клуба «Спартак Владикавказ» покинул Юрий Газаев. Кто займет вакантное место, пока неизвестно. В 2018 году поводом для гордости стало выступление нашего прославленного боксера Мурата Гасиева. В феврале он победил кубинца Юниора Дортикоса и стал обладателем 2 чемпионских поясов по версии IBF и WBA. Несмотря на поражение в финале боксерской суперсерии, этот год Гасиев смело может занести себе в актив. Да, ему не удалось стать абсолютным чемпионом, зато удалось заявить о себе на весь мир. Благодаря ярким выступлениям Мурата в Осетии сотни мальчишек решили попробовать свои силы в этом виде спорта. Промоутерская компания «Уралбокс Промоушен» серьезно заинтересовалась внутренним боксерским рынком. В республике были проведены вечера бокса, где наши молодые спортсмены смогли набраться соревновательного опыта. Осетия уже становится столицей бокса на Кавказе. Те соревнования проходят регулярно, и с каждым разом все интереснее и интереснее. Уже точно договорились, что весной будем проводить в Южной Осетии, когда недалеко можно съездить. А так с регулярностью раз в 2 месяца нам бы хотелось проводить. Ну, раз-два, раз в 3 месяца. У любителей дела обстоят ничуть не хуже. Борису Карибяну удалось закончить год на победной ноте. Он стал обладателем Кубка России по боксу. А Давиду Мамаеву на этом же турнире победить не удалось, но все специалисты отмечают профессиональный рост молодого боксера. Будьте уверены, эти парни еще не раз будут стоять на пьедесталах почета. Спортсменом года в нашей республике можно смело назвать Заурбека Седакова. Об этом говорят его достижения. В 2018-м он стал чемпионом мира среди военнослужащих, победителем первенства Европы среди молодежи, чемпионом России и мира уже среди взрослых. Ему удалось победить таких именитых борцов, как Автандил Кинчадзе, Хетик Цаболов, Франк Чамизо и Джордан Барроуз. В 2018 году серьезный рывок вперед совершил и Давид Баев, несмотря на то, что на молодежном чемпионате мира он уступил своему земляку Салказанову. Баев стал одним из лидеров в весовой категории 70 килограммов. Дважды ему удалось победить Магомеда Курбаналиева, сначала в борьбе за 3-е место на чемпионате России, а потом на турнире Аланы. А вот для Хетика Цаболова год оказался неудачным, хотя сезон вольник начинал неплохо, с победы на Ирыгинском турнире. Затем последовало неудачное выступление в Каспийске на чемпионате Европы, поражение Седакову в финале чемпионата России и замыкает череду событий вылет на стадии 1/8 финала турнира Аланы. Что касается Рамонова, то в этом году у него только одна победа на чемпионате мира среди военнослужащих. Но в данном случае нужно учитывать, что в 2018-м олимпийского чемпиона постоянно беспокоили травмы. Говорят, сейчас он проходит курс реабилитации. Следующий сезон предолимпийский, и все болельщики искренне надеются, что ребятам удастся вернуться в победную колею. Нету лидеров сегодня у нас, потому что Хетик Цаболов, который, я думал, что он выиграет турнир, к сожалению, проиграл. А Рамонов, он объективно не может бороться, потому что он после операции. Поэтому лидера нету Рамонова. И у нас, получается, нету ребят, которые бы вышли и показали зрелищную, интересную, красивую борьбу, нашу астинскую школу. В наступающем году мы также будем искренне переживать за выступления наших фехтовальщиков, тхэквондистов и дзюдоистов. В этом году школа астинского фехтования получила статус Олимпийского резерва. Все наши надежды связаны с Яной Бекмурзовой и Аидой Шанаевой, которая вернулась в спорт после продолжительной паузы. В тэквондо чемпионат России выиграли Сармат Сакоев и Георгий Гурциев. Последний раз такого успеха наши тэквондисты достигали в далеком 2010 году. Прогресс представителей Астинской школы дзюдо тоже виден невооруженным взглядом. Ирена Хубулова и Мадина Таймазова в 2018 году штамповали победы одни за другими. Аслан Лапинагов, Алан Хубецов и Инал Тасоев имеют невероятную мотивацию, чтобы попасть в олимпийскую сборную и в 2020 году поехать в Токио. Вот таким и выдался этот уходящий год. Будущий будет не менее насыщенным. Гасиев вернется в ринг, в футболе грядут перемены, а олимпийцы будут прикладывать все усилия, чтобы в 2020 году попасть на игры в Токио. Георгий Гасиев, Сослан Кумаев, специально для передачи. Вот такой вот интересный сюжет Георгия. Кристина, что тебе больше всего запомнилось в этом году? Мне сложно сказать, что запомнилось, но, наверное, выделю возвращение Аиды Шанаевой после рождения второй дочки, с чем ее поздравляем.
И поздравляем с победой. Надеюсь, это только начало побед. Ну, а да. тебе, батя, что больше тебя заинтересовало, удивило? Ну, не знаю, что заинтересовало, в принципе, много чего. Действительно, побед было немало, и громких в том числе. Но меня расстроило еще вот что. Расстроил уход Юрия Фарзуновича Газаева с поста наставника футбольного клуба «Спартак Владикавказ». Для меня это не совсем понятное и неприятное решение. Согласна, но предлагаю посмотреть сюжет как раз об этой ситуации. Давай. 17 декабря пост главного тренера Владикавказского «Спартака» покинул Юрий Фарзунович Газаев с формулировкой «по семейным обстоятельствам». Новость прогремела, как гром среди ясного неба. Любому болельщику понятно, что это событие с огромным знаком минус. Ведь с Юрием Фарзуновичем были связаны все надежды на светлое футбольное будущее. По одной простой причине. Ни один специалист такого уровня не приедет в нашу республику работать в таких условиях. И базы нету, да? Поля нужны. Тренерам нужно дать образование. У нас транспорта не было. Какой-то момент у нас большой автобус не шел, он тоже ремонт за свой счет сделал. Но в итоге он, в общем-то, перестал работать. Наш автобус, и мы приходилось нанимать, да. То есть мы даже форму не купили. Ситуация с увольнением для многих любителей спорта остается непонятной. За пару дней до отставки Юрий Фарзунович завершил просмотр новых футболистов. На 6 января был назначен первый общекомандный сбор. Также был разработан и расписан план подготовки команды ко второму кругу чемпионата. В свете этих событий не всем верится в то, что увольнение Юрия Фарзуновича связано с семейными обстоятельствами. Напрашивается вопрос, какими конкретными обстоятельствами? Причину я не знаю. Я понимаю, что вот официальные источники заявляют, что по семейным обстоятельствам. Вот. По-другому мне трудно комментировать, но, конечно же, мы связывали свое будущее и успехи по выводу команды в ФНЛ это с Юрием Фарзуновичем. Бытует мнение, что Юрия Фарзуновича вежливо попросили покинуть пост. Но если все обстоит именно так, то этих людей можно смело называть врагами астильского футбола. Хотя кому был не угоден Газаев, непонятно. В начале сезона перед Газаевым была поставлена задача выйти в ФНЛ за 2 года. На данный момент «Спартак» располагается в конце турнирной таблицы. Но давайте признаем, находится клуб на стадии становления. Тем не менее, командная игра с каждым матчем приобретала более четкий рисунок. Стали проявляться лидеры. Поэтому была уверенность. Пусть чуть погодя, но результат будет. И все это было достигнуто благодаря работе Юрия Фарзуновича. Руководство республики, которое в свою очередь обещало оказывать всяческую помощь, свои обязательства не выполняло. Внутри я хочу и болельщику сказать, потому что спасибо большое, потому что как мы не играли, а по результату не было, в общем-то, настолько успешно, на которые люди ориентированы. И тем не менее, вот так ценить футбол и понимать, что команда неплохо играет, и все время мне говорить, что эта игра есть там, это дорогого стоит. И я поэтому хочу через вас поблагодарить всех болельщиков и пожелать, чтобы все-таки футбол оживал потихоньку и твердо встал на ноги. Смотреть в будущее с оптимизмом не приходится, несмотря на то, что Владимир Габулов занял пост министра физической культуры и спорта. Едва ли ему удастся пригласить на пост главного тренера человека, который бы подходил к делу так же ответственно, как Газаев. А вот дуэт Габулов-Газаев непременно смог бы реанимировать футбол в республике. Георгий Гасиев, Игорь Икаев, специально для передачи. Спасибо за сюжет Георгию Гасиеву. Далее обсуждать это не очень хочется, тем более, что наш эфир предновогодний. Но я просто добавлю, что сегодня, по информации, которая проскочила у наших коллег, ряд игроков футбольного клуба «Спартак Владикавказ» уже приняли решение покинуть клуб. Что же, не хочется говорить о грустном, поэтому жаль, что никого из спортсменов нам не удалось нарядить в Деда Мороза, так как эфир у нас предновогодний, но у нас есть маленький сюрприз. Нам прислала свое видео поздравление легендарная легкоатлетка, человек, благодаря которому я полюбила легкую атлетику, Татьяна Лебедева. За что и огромное спасибо, давайте посмотрим. Дорогие жители Республики Северная Осетия, Алания, примите самые искренние поздравления с новым 2019 годом. Этот праздник особенно любим в нашей стране. Он всегда ассоциируется с запахом ели, со вкусом мандаринов и просто с отличным настроением. Но главное, он наполняет нас трогательным ожиданием чуда и искренней верой в волшебство.
Пусть грядущий год станет годом свершения, реализации задуманных планов и достижения поставленных целей. Здоровья вам и вашим близким, мира и добра. С Новым годом! Кристин, как удалось получить видеопослание от столь легендарной спортсменки? Самое удивительное, что это было не так уж и сложно. Татьяна замечательный не только спортсмен, но и человек. И как только я обратилась с ней с этой просьбой, она с радостью откликнулась, прислала все в хорошем качестве, прислала все оперативно. Поэтому у меня нет слов. Спасибо. Еще раз спасибо, Татьяна, и ждем в гости. Было бы странным, если бы наши спортсмены остались в стороне и не поздравили бы всех нас с наступающим Новым годом. Наши спортсмены на экране. Осетия – живописнейшая земля, добрые, благородные люди. Хотела поздравить вас с наступающим Новым годом. Побольше вам теплых, счастливых моментов в 2019 году. В вашей жизни будет больше ярких и красочных моментов. Чтобы в старом году, что у вас не получилось, чтобы в новом году у вас все сбылось. Желаю вам счастья, любви и много-много здоровья. Дай Бог, чтобы этот наступающий Новый год стал для вас годом побед. Пусть радость придет в каждый дом. Желаю вам крепкого здоровья, добра и мира вашим семьям, счастья и радости. Взаимной любви, мира, ну и, конечно же, добра. Пусть старый год заберет все нехорошее, а Новый год только принесет вам кучу позитивных эмоций. Чтобы в новом году все ваши мечты сбылись. Всех с наступающим Новым годом. С наступающим Новым годом всех. С Новым годом. С Новым годом. С праздником. Большой привет вам из снежной Москвы. Ну, вот так вот приятно получать поздравления, наверное. Приятно. Хочется еще отметить тот факт, что среди наших спортсменов еще там Елена Година. Это легендарная волейболистка, чемпионка всего, чего только можно, и за что ей тоже огромное спасибо, что откликнулась, поздравила, и очень это было трогательно. Ну что ж, скоро Новый год, скоро время загадывать желание под куром-то. Что ты загадаешь? Не сбудется так-то. А если ты сейчас озвучишь? Вселенная услышит мои молитвы, и... Ладно, я загадаю то, что сейчас хотят очень многие. Надеюсь, мы услышим о возрождении нашего футбольного клуба «Алания» и порадуемся ее победам. Я знал, что твое желание будет связано с футболом. А что делать? Футбол — моя жизнь была. Ну, я хочу, наверное, пожелать всем в новом году, всем спортсменам, всем любителям спорта, всем болельщикам, чтобы 2019 год нас порадовал большими успехами, большими достижениями. У нас будут проводиться разные соревнования различных уровней, как республиканские, региональные, так и российские, поэтому пусть все у нас получится. Друзья, поздравляю вас с наступающим Новым годом и желаю, чтобы ваши семьи, ваши родные, ваши близкие всегда были здоровы и радовали вас своим счастьем. Это была передача. Мы желаем вам успехов. Увидимся в 2019 году. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. Берегите себя. С Пока. Новым годом!